Осенью 2015 года гражданам Кыргызской республики снова предстоит выбор. За годы независимости общество получило немало горького опыта становления государства. Дважды страну потрясли конфликты и кровопролития. Несмотря на горький опыт первой революции, события второй отличились особой многочисленностью жертв и жестокостью. Пагубное воздействие военных потрясений давно известно. Последствия революции 2010 года: полностью разрушено 2677 зданий, разграблено и сожжено 1800 жилых домов, потери бюджета более 100 миллионов долларов, более 5000 незакрытых уголовных дел, миграционный отток коренного населения 300 тысяч человек. Однако волнения не прекращаются и постоянно всплывает все больше новых провокаций. Кому это выгодно? Кыргызстан, центр азиатского региона, находится на стыке ключевых держав мира: Китай, Казахстан, Россия, недалеко Ближний Восток и Индия. Геополитическое расположение нашего государства наиболее удобно для осуществления контроля и реализации самых различных интересов над всем континентом. На протяжении всей истории к нам тянутся колонизаторские организации всех мастей и направлений. Суверенное, идеологически цельное и развитое государство – не самый благоприятный вариант для насаждения своей воли, диктатуры и эксплуатации. Всесторонне независимая страна работает исключительно на национальные интересы, поддерживаясь тактикой взаимной выгоды. Соответственно, обязательным условием подготовки почвы под ввод сил в регион в лице множественных неправительственных и некоммерческих организаций является дестабилизация и ослабление страны. Раздробленное, раздираемое противоречиями и приведенное к бедности общество зависимо от внешних вмешательств, не имея инструментов для дальнейшей здоровой жизнедеятельности, становится податливым материалом для использования, без возможности отстоять свое право на развитие уровня жизни. Вмешательства эти под маской благодетелей и гуманитарности несут еще большую утопию, погружая этническую самобытность, экономическую независимость, инновационное и интеллектуальное развитие народа все глубже к полному исчезновению. На сегодняшний день геополитический интерес к Кыргызстану возрастает с каждым новым витком мировой игры. Основными целями для вмешательства во внутреннюю политику Кыргызстана являются создание новой военной дислокации на территории Центральной Азии в связи с выводом военной базы Манас, целенаправленный рост экстремистских движений, способных распространиться на территории Уйгурского автономного округа КНР с целью попыток давления на ситуацию провинции Синьцзянь, препятствия интеграционных процессов на территории Евразии, включающих в себя введение единой валюты как инструмента отказа от долларовой иглы МВФ и создание альтернативного независимого внутриконтинентального фонда, осуществление более глубокого контроля над космической станцией Байконур Восточный, а также казахско-китайской космической базой, создание повода для военного конфликта в центре материка с целью захвата его природных ресурсов на почве поддержки антиевразийски настроенных масс и разрыва соглашения о базе КАН и о вступлении в таможенный союз Евразес. Во всем мире и в Кыргызстане в том числе отработаны проверенные приемы инструментов подрыва стабильности. Этап первый. Непризнание результатов выборов, бравируя лозунгами демократии и волеизъявления народа, запуск механизма хаоса с разрушениями и потерями, манипуляция сознанием масс в пользу образа будущего лидера, разделяющего ценности страны колонизатора и обучавшегося в ее лучших учебных заведениях. Этап второй. Внедрение в общество стереотипа «враги против наших, власть против народа». Многократное повторение лозунга загоняет ее в подсознание, делая его легко управляемым. После дается первичный нагрев ситуации, подбирается доказательная база, которая при финансовой поддержке возбуждает эмоции. Собираются массовые митинги. Мировая общественность выступает с заявлением по поводу нечестных выборов и вешает ярлык диктатора на действующее правительство, которое якобы душит свободу в своей стране. Формируется территория внутри страны, в которой кандидат имеет безусловную поддержку. Этап третий. Создание и внедрение символики нашего. Ленты, розы, тюльпаны. Вскоре быть нашим становится модно и престижно. Этот символ на себя вешают все, от бомжа до миллионера. Навязывается психологический страх быть не нашим. С помощью средств психологического террора количество наших растет. Для сплочения агрессивных масс навязывается образ победы, нагнетается ожидание освобождения как радостного моментального перерождения всего общества. Большую роль в накачке эмоций играют СМИ и социальные сети. Этап четвертый. Намеренная провокация власти на применение силы. Для достижения целей лидеры призывают толпу идти на нарушение закона и порядка,
Акции объявляются бессрочными, строятся лагеря, пресечение нарушений – обязанность правоохранительных органов. Но это ставится в вину власти. События немедленно трассируются в СМИ и интернет, где еще больше нагнетаются эмоции возмущения режима. Этап 5. Создание невозможных условий работы для мирных граждан. Предъявляется ультиматум, требование отставки. Тут же вступает мировое сообщество, которое поддерживает провокаторов и требует уступить демократическим силам. Назначаются перевыборы и обязательно побеждает лидер оппозиции. Иначе начинаются массовые беспорядки, мародерство и гражданские войны. Мировое сообщество требует остановить кровопролитие путем вмешательства войск страны-колонизатора. И тогда уже никто не помешает этой агрессивной армии наводить свои порядки на суверенной территории. Начинается война, в результате которой государство перестает существовать. Специфика ситуации в Кыргызстане. Нагнетание противоречия юга и севера страны с целью дальнейшего раскола. В осенне-зимний период пути сообщения особо затруднены, и в случае хаоса сохранение целостности государства будет невозможно, что подействует на руку уже подконтрольным извне соседним странам для захвата спорных пограничных территорий. Кыргызстан в случае вооруженных беспорядков рискует безвозвратно потерять километры территории. Оправдание незаконных военных действий на территории республики экономической недееспособностью действующего правительства и привязка скопившихся годами проблем с соглашением об интеграции. Однако разумное общество понимает то, что единственная действующая модель поддержания национальной экономики, основанной на реэкспорте товаров из Китая в страны СНГ, изжила себя. Объемы транзита товаров существенно упали вследствие переориентации китайских бизнесменов на Казахстан и Россию, создавших для этого специальные торговые зоны, которые будут работать независимо от ситуации в Кыргызстане, и держаться за нее нецелесообразно. Обществу и государству необходимо выводить новые пути развития, основанные на расширении собственного производства и выводе на международный рынок кыргызского продукта. Воздействие на Кыргызстан, внедряемой моральной составляющей контроля нации, не приносит ожидаемых результатов. Народ в своем большинстве остается приверженцем традиционных ценностей воспитания поколений, ведения быта и выступает за сохранность культа семьи и здорового образа жизни. Принимаемые законы о запрете пропаганды нетрадиционных ориентаций воспринимаются как нарушение прав и свобод. Под этим предлогом вводятся дополнительные меры ради последующего более масштабного давления на традиционную идеологию. Поддавшись навязанному заблуждению, ты помогаешь тем, кто работает против тебя, твоей страны, твоего будущего. Перерождение новой нации невозможно за короткое время. Это стоит большего труда и созидания. Разрушение же лишь отбросит страну на десятки лет назад. Остановить начатую революцию невозможно. Массы имеют инерцию движения, но ее можно предотвратить, если народ не пойдет за артистами и марионетками. Пришло время, когда человек становится автором своего будущего. Пресекай провокации. Написать новую чистую историю народ должен сам. Не нужно ждать помощи извне. Она несет последствия. Судьба у нас общая, и строить ее мы должны сами. Вступайте в партию Арвель, в партию альтернативного общества, мыслящего в пользу стабильности и созидания.